Потому как мы сказали, уляма, они советовали учить вот так вот наизусть некоторые тексты, потому что тексты эти важны, их необходимо учить. И вообще говорится, учи наизусть, потому что каждый хафиз, то есть тот, кто учит наизусть, он имам. Куллю хафиз имам. Каждый, кто учит наизусть, знает наизусть, он имам, то есть он предводитель. Шейх Усаймин, рахималлаху та'аля, он в конце жизни говорил, все ушло. То есть все, что было, из знаний, прочитано и так далее, все ушло, кроме того, что мы выучили наизусть. Это остается с человеком постоянно, навсегда с ним. И некоторые ученые говорили, что такое знание? Твое знание, которое именно у тебя есть. Что это за знание? Многие люди что-то читают, что-то вроде слушают. Но твое знание это какое знание? Это то знание, которое ты видишь в темноте. То есть не то, которое ты можешь открыть книгу и прочитать его, а то, которое ты без книги знаешь. То знание, которое ты видишь в темноте. Это твое знание, которое сохранено в твоем сердце. Другие уляма говорили, знание твое, это то знание, которое входит с тобой в хаммам. То есть, когда ты заходишь в баню, или когда ты заходишь куда-то, в какое-то место, куда нельзя заносить религиозные книги. Вот. Знание, которое туда заходит с тобой, где ты вынужден перед входом оставить все, записи, тетрадки, книги религиозные, вот оно с тобой зашло туда, вот это твое знание, которое у тебя, оно сохранено в твоем сердце. Ибн Таймия, рахималлаху та'аля, известное его высказывание, он говорил, что могут сделать со мной мои враги, если мой рай у меня в груди, в моем сердце. То есть, все это знание религиозное, благое, оно вот здесь сохранено у него, в его сердце, выучено им наизусть. Что могут сделать, говорил он, мои враги, если мой рай в моем сердце, рахималлаху та'аля. Поэтому талиб аль-илм, он, конечно, должен обращать внимание на такую вещь, как изучить что-то, выучить что-то наизусть, во-первых. Во-вторых, обязательно изучать смысл, шарх, разъяснение того, что ты выучил наизусть. Не просто знать, как многие сейчас выучивают, машаллах, или аяты из Корана, или учат хадисы, или учат мутуны, но не понимают их смысл. Нет, это неправильно. Обязательно со смыслом, с пониманием того, что ты учишь, постижение мудрости этих шариатских наук. Итак, не только хифз, но и изучение. Не только изучение, но и хифз, то есть выучить наизусть. Вот это совмещение, это путь уляма, это метод вообще салаф, то есть предшественников наших. Коран. Как предшественники изучали Коран? Как салаф изучали Коран? Они учили Коран каждый день. В среднем по 10 аятов. Учили Коран каждый день, а затем обязательно постигали смысл того, что они выучили. То есть изучали значение того, что они выучили, полезные выводы из того, что они выучили. После этого они просили Аллаха Субхану ва Тааля помочь им притворить то, что они выучили, в действие. То есть вместе ильм и амаль. Деяние, знание и деяние. То есть человек изучает, когда религию, он изучает одновременно и ильм, знание, и изучает обязательно в сочетании со знанием, изучает амаль, то есть деяние. И вообще особенностью этой уммы, особенностью исламской уммы является хифз, то есть знание наизусть, знания. Хорошо, сохранение знания наизусть, это особенность мусульманской уммы. И даже есть такое высказывание, что у людей этой уммы их Евангелие в их сердцах. Хорошо. То есть, если у людей Писание, у них есть свои книги, Евангелия и так далее, но они не знают наизусть, как правило, то особенность этой уммы, что их Евангелие, их Писание, их книги у этой уммы в их сердцах. Это первое, о чем мы договорились, иншаллаху та'аля, это хифз. Если есть возможность у человека выучить наизусть, то стараться сделать это наизусть.